Получил Харкачик утра. Как бы жизнь в России не складывалась, мы еще должны помнить Ленина, Владимира Ильича. Он отсюда Я вышел. начал свои работы, я же стал как скульптор, начал работать прежде всего над Лениным, Чапаевым, понимаешь? Понимаю. Вот. Я их лепил, не глядя, просыпался, начиная от дециметра, кончая полутораметровая голова Ленина у меня была. Они во всех регионах соседних, там, разных республик, Татарстан, Чувашия, Ульяновской области, они до сих пор висят. В Тимирчанах там сожгли, ликвидировали хозяйство, колхозы, архив сожгли. Но памятная стелла с портретом Ленина сохранился. Хорошо, он не горит, он стоит там как Навек. укор, да, понимаете? Палок, вот эта память, потому что к стыду нашему, вернее, развалу всего такого народного сельского хозяйства. Как это колхозник без земли он никто. Но еще до Яковлева, Яковлеву 170 лет отметили в этом году, да? Значит, 270 лет тому назад, ровно на 100 лет раньше, проявился в чувашской культуре самый из забытых, самых великих представителей Ермей Иванович Рожанский, переводчик, издатель чувашской грамматики. Он на чувашском написал несколько трудов, составил, это Ермей Рожанский. Вот, этот образ тоже ждет, вернее, свое место. Чувашская академия И в истории работает, хотел. да. То есть он должен обрести историю свою страницу. Конечно, конечно, потому что... Могу я сказать? Это мой земляк. Да, конечно, это забыто, и Юра Дадюков об этом расскажет немного. Юрий Витальевич, ваше слово. Про Еремея Ивановича Рожанского я и читал, и сам писал. Это сын священника, выучился на священника, родился он в Курмыше, в Курмышском уезде. И после окончания работал священником в селе Красночитай в церкви. И после окончания Нижегородского семинария. И после, он человек был образованнейший, и отец был его священником. Начал, тогда грамматики не было, чувашские слова на русскими буквами начал писать. Его изучается и чувашских университетах, так сказать, первый, он остается всегда первым. Еремей Иванович – это великий человек для болгаро-чувашского народа. И я горжусь, что я земляк Еремея Ивановича Рожанского. Мы знаем место, где он родился, так что найдем. А где умер, нет, к сожалению. Чувашская, да, его история прерывается, и никто не знает это. Но его хорошие дела, вот это, что для чувашского народа он писал русским алфавитом, вот этот быт, жизнь, это скорее всего, на века. Юр, скорее всего, проповедники, они же, приходя в очередной приход, меняют имена там, понимаете? Он как-то и в истории, наверное, вот так Его затерялся. где-то штук 9 научных работ сохранился на русском языке, про чувашский народ он написал. Он опередил, считая, 1790-е годы, Иван Яковлев опередил на целых 60 лет. Все, спасибо. Более 20 лет в обществе Яковлева работаю, значит, как председатель. И основная работа, естественно, ведется, значит, по поводу патриотического воспитания молодежи и увековечивания памяти выпускников Яковлевской школы, Яковлеведов. Те, которые, несмотря на добровольных началах, на общественных началах, работают, как говорят, и все силы отдают на то, чтобы вот наши потомки, молодежь знал своих предков, выдающих деятелей чувашского народа, выпускников Яковлевской школы. В этом образе как раз работа Николай Григорьевич ведет очень большую работу вот совместно в обществе Яковлева. Постоянно создает вот эти бюсты, барельефы, памятные плиты. И вот также самое, эта аллея славы как раз была открыта в Дрожжаное
Дрожжаной аллеи славы. Вот, значит, тут даже есть настоящий тот герой, который в настоящее время живой, Хайрулин. Хайрулин, то есть, и, да, значит, и глава администрации этого района, тот тоже самый наш Чувашин, тут раньше был за Связской главой администрации в Ульяновске. Министрами экологии ушел в Казань. Да. Мне это благодарить Николай Тут Григорьевич. Мы стоят многое вот сделали сообща. бывшие директора школы, директора совхозов и колхозов, вот все деятели Есть Дрожжановского великие района. Да. сыновья, которые борются за свой народ также. Да, вот Николай Геннадьевич За Романов историю стоит, болеет. который всегда был Да, у вас. да, конечно. Это- Романов, который у нас всегда директор школы 9 деревень. Вот сейчас послезавтра. Это выдающиеся чувашские представители, которые, на самом деле, я лет, наверное, 40 дружу с этими людьми. Вот. Вообще, с руководством Дрожжанова никогда не расставался. Всегда они меня понимали Он был больше, моим учителем. больше, чем кто-либо другой. Вот послезавтра Так что там открыва- многое сделано, поэтому процветает Дрожжановский район. честно говоря. Послезавтра открываем новую школу, 9 деревень, где Николай Геннадьевич был директором. Открывается новая школа. Та старая школа сейчас под разрушение попадает, так как уже более 50 лет уже прошло с момента построения. 56 лет, да, если я помню, в 62 году его построили, запустили. И вот послезавтра, 28-го, открывается новая школа на старом месте, на самом неизвестном месте, где первым учителем был Тимофеев. Тимофей, как ученик Иван Яковлевича Яковлев, которому ты установил в эти 9 деревень, как раз бюст поставили Тимофееву. Вот на его месте, теперь навстречу этому бюсту, прям Тимофееву, будет стоять новая школа, где он начинал, на его старом месте. Это где? Сельский совет? Да, где сейчас Старое здание было. Да, там. старый деревянный Да, церковь да, был там. Здание школы там раньше. было, да, да. Здание, потом школа была, это деревянная школа. Молодцы. Церковь бывшая. И на этом месте восстановили, построили полностью весь под это самое, под тот вариант, который раньше Ну, стоял. Дальше, наверное, работает. До Его 15, инициатива. да, до 15 года, где был Тимофеев первым учителем, выпускник Ивана Яковлевича Яковлева. И будет открыта школа, новая школа уже на самом старом месте, где начинали наши предки. В районном центре, в Цельнинском районе, была выставка, большая, огромная выставка, посвященная работе Николая Григорьевича и Центру патриотического, поведения патриотического воспитания, и о том, что наше чувашское общество работает по сохранению традиций и культуры. Вот как раз состоялся целый, можно сказать, выставка Цельнинского района. У меня вопрос. Вот вы сказали аллея. Это Аллея славы. Тут герои труда и Великой Отечественной войны. Там, труды. это герой Советского Союза. Вот это он. чьи труды? Николай Это мои работы. Григорьевич Кондрат. Там Вся аллея там полностью. 16 бюстов за лето было 16 установлено. бюстов. Там очень такая большая, красивая, это вот у героя, просто сфотографируешь у героя, а там идешь по аллее слева, справа, все вот герои То есть труда, это и получается- герои участники войны, и герои труда, живые, и те, которые положили, как говорится, голову, За Родину. во За славу, наш народ. восторжествовали, уже, как говорится, нашей свободы, то, что наш То молодежь есть, учился, получается, знал да, вот своих героев. школьники утром идут в школу, Вспоминаю, да, Иванов, и они Сидоров, видят Петров, своих. прадедов, дедов, Прадедов, дядю, да, дедов. отца, там, То есть- дедушку, мать, там, или кто там. Я считаю, что это знаменательно для этого народа. Вот что как есть- раз сделали так, что дети в школу едят, и вот смотрели, знали, что ага, идет он, а вот это мой дедушка скажет, Да, да, а это да. вот И- мой отец скажет, И что гордость пронизывает каждого малыша. да, это уже гордость за свой народ, за всю традицию сохранения нации своего, Да, своего согласен. народа, да. Идут и вот ведут разговор такой интересный, порой идет. А кум, как они на своем родном языке идут, говорят, а кума отец, куазатева, то есть мой Да, дедушка. да, да, А это говорит, а это мой отец. Вот, представляешь, какой интересно, да? Дедушка, Согласен. отец, все встречаются, стоят против друг по другу, вот в аллее идет. А молодежь идет и вспоминает, кто же это такой. Вот. Ну что? Ну, Вот так спасибо, вот потихонечку. спасибо, родной. График.
Здравствуйте. В гости. Мы с Чебоксара приехали. Чтоб Мебель специально... Резная мебель, все свое. Да, да. Какая, ой, неописуемая красота. Вот так наш живет Николай Григорьевич Кондрашкин. Это сегодня он раскрывает нам свои тайны, показывает свои жилища, благородство своей души, свою семью знакомит. Там паутина, может, Да, повисла. ну Серегу Вармары, творческая мастерская. Там у тебя аура хорошая, воздух наверху, где скульптор стоят. Да, я думал, тут можно творить, шедевры делать, Манчак. Вот Николай. мы побывали в гостях у Николая Григорьевича Кондрашкина. Теперь наше путешествие продолжается, мы едем дальше. Город Булгар. Болгар, Юра, хватит Через Вторую войну. Нет, автор я этого памятника только. Этого. Понятно. Новикова. Остальные уже были сделаны намного раньше. А тот памятник вообще где-то 45 лет тому назад еще был установлен. Ясно. Это мои учителя установили. Чем интересен этот кавалер 3 орденов славы Новиков Андрей Иванович? Но он приравнивается к герою Советского Союза. Потому что раньше не было указа, что эти воины приравниваются к герою. Появился указ, тоже решили установить этот памятник. Вот мы к юбилею этого героя установили месяц назад, состоялся, можно сказать, в качестве подарка наполовину, потому что денег не было, как всегда. Они собрали 50 тысяч, на прямые расходы нашлись такие деньги. Работаем. Вот где у нас река Волга? Смотрите, вот Волга проходит. Волга проходит. Вот Тетюши, город Булгар, значит, дальше здесь Старая Майна, Ульяновск здесь. А вот мы здесь только что вот мы были на Старой Майне, значит, вот проезжаем, вот населенный пункт стоят, вот река Утка. Река Вот Волга. здесь, вот город Буламир, мы который Буламир. слева видели, да. Это Буламир пишет здесь, это старая карта. Буламир. А дальше Булгар тут рукой подать каких-нибудь 20-30 километров, не больше даже. И вот Потому здесь что- речь о чем? Царь Катрак. А вот Тухчин, а вот Пиляр, вот Буляр пишется. А вот здесь рядом стоял Сувар. Сувар стерто здесь вообще не показан. Вот, он здесь, на этом месте. Вот, потому что рядом с той же уткой, на сухой утке, вот Сувар, они... В истории говорится, чувашской истории, что чуваши здесь основали город на реке Утка. Значит, вот и Сувар, и Буламир, они на реке Утка. Вот мы здесь находимся на этом месте сегодня. Значит, царь Катрак перешел в Волгу. Царь который Катрак, да, по пояс вот. был в Здесь Волге. много островов было, он буквально по грудь, там По грудь в воде. лошади не тонули, проходили пешим ходом, даже не надо было ни лодок, ничего. Вот он где-то шел, значит, через Дунай поднимался, значит, севернее, на восток вышли где-то, может, на Саратов, разные части другие, дальше на Каму пришли, на Каму, и построили город Булгар. Сначала заселились на реке Утка, история гласит, чувашского народа, так что вот мы здесь, на этой священной земле, едем в город Булгар, договариваться с главой администрации об установке памятника
В данном случае, да, Кубрат уже у нас готов, мы его должны установить как основоположник Великой Болгарии, первого государства, болгарского государства, а второго мы считаем там Дунайская Болгария, Волжская Болгария, потому что Волжская Болгария не так освящена. Естественно, мы знаем, что предводитель, основоположник государства Волжской Болгарии был Катрак. Поэтому я как скульптор, я как исследователь создал образ Катрага, который переходит Волгу по грудь. В этих местах реально были такие места. Исторически это Доказано. да, доказано, взаимосвязано. Всем привет! Я Олег Самана, автор этого проекта. К моменту выхода этого фильма пришли новости из Ульяновска. 13 сентября на заседании Президиума Чувашской национальной академии наук и искусства и Совета старейшин обсуждали проект «Катрак на Волге». Таким образом, проект памятника царю Катрагу, основателю Волжской Болгарии, автор Николай Григорьевич Кондрашкин, скульптор, принят и рекомендован для установки в Чувашии, где они ознакомились с новыми скульптурными произведениями мастера. От себя и от всех поклонников творчества Николая Кондрашкина позвольте мне поздравить его этим событием.